мероприятие. Призываю Международный совет повторять это мероприятие, потому что это как раз помощь в создании стартап-экосистемы в стране. Позвольте рассказать несколько слов о ПИК и о кейсе, о венчурном финансировании в Казахстане. Что у нас сейчас происходит? Сначала несколько слов о ПИК. ПИК – это Центр бизнес-инноваций, финансируется правительством Великобритании, выполняет его на территории Русской Республики, да и Global UK. И это что у нас? Да, мы как раз таки модель создания такой вот венчурной, скажем так, экосистемы. Венчурная экосистема это вот получается состоит из нескольких компонентов. Да? Это инвесторы, менторы, бизнесмены, стартапы, малый и средний бизнес, который вот нуждается в программах по усилению, да, знаний по ведению бизнеса. Это государственные институты. И все это сообщество надо как экосистему создавать, экосистему вести и выращивать в ней лучшие стартапы. Поэтому мы попытались все это сделать. И мы уже проработали 3 года, и за 3 года, скоро будет 3 года, определенные дела сделали. Да? Какие именно? Провели 12 программ. На самом деле это только офис Бишкека. В целом у нас 3 офиса по стране. Еще в Таджикистане есть, эта программа действует, есть 1 офис, да, в Душанбе. И в целом вот, по стране было больше 24 программ проведено. Каждая программа была направлена на определенные цели, на определенную социальную группу, например, на молодежь, на женское предпринимательство, на мигрантов, которые вернулись в результате пандемии, да, и, соответственно, испытали определенные проблемы с устройством. Лучше было приоритет их на ведение бизнеса, ну и так далее. И в целом мы вот поддержали за 3 года 398, почти 400 предприятий микро, малого, среднего бизнеса. Также вот, недавно провели опрос, как у вас дела после наших программ. Они сказали, что после наших программ часть нашего выпусков создала уже почти 1000 рабочих мест, новых рабочих мест, подтвержденных. И 66% из этих 400 организаций – это организации, управляемые женщинами. У нас сложилось впечатление по нашей практике, что микро, малый, средний бизнес, там царствуют именно женщины-предпринимательницы. Большой поклон и благодарность. Также, если посмотреть, после опросов наши выпускники заявили, что несмотря на пандемию, несмотря на специальные какие-то операции, кризисы, которые происходят в мире, у них удалось поднять выручку до 104%, да? То есть падение не произошло. Я думаю, что те, кто стремятся к развитию, не могут испытать неудачу. Я думаю, что все, кто участвовал в этих программах, стремятся к развитию. И 158 компаний заявили, что внедрили инновации в свой бизнес. Инновации мы понимаем как либо кардинальное изменение технологий, либо что-то новое, что-то связанное с новыми технологиями, информационно-коммуникационными и прочими. И также мы провели около 90 мероприятий, из них вот были, особо отмечу, что 3 года подряд мы провели национальный финал по предпринимательству, национальный финал чемпионата мира по предпринимательству. Там главный приз $500 000, по-моему, в этом году даже около $1 000 000. И сейчас вот 3-й год подряд наши стартапы, выбранный наш стартап, будет участвовать в глобальном финале. Очень надеемся, что привезут домой $500 000. Также у нас менторская программа, как часть экосистемы, да, которую мы пытались создавать вместе со всеми партнерами, которые здесь, кстати, представлены, мы очень активно сотрудничали и сотрудничаем. 70 компаний получили менторскую поддержку. Ну и на текущий момент, наверное, цифра будет больше, да, но на текущий момент наши выпускники заявляют официально, что около $1 000 000 они привлекли как инвестиции после окончания программы. Следует сказать, что наш проект не выдавал денег, да, стартапам, например. Мы призывали наших партнеров, звали финансовые учреждения, институты и частных инвесторов, международные организации инвестировать. И такой один хороший кейс произошел в этом плане. Вот из самого последнего, да, в средствах массовой информации есть эти новости во многих, да. Проект Долон получил $500 000 от Most Ventures, да, My Ventures, Most Ventures Казахстана. Мы совместно с Most провели вот акселерационную программу, и там вот, в рамках этой экосистемы были встречи с инвесторами. Инвесторы были крайне жесткими, да, жестокими, они разносили пухи прав стартапа, провели стресс-тесты. И это дало свой результат. То есть через общение с инвесторами, через общение с практиками, некоторые проекты развалились, что уж скрывать, да, некоторые проекты выправили свою деятельность. И, например, вот в части Долона хотел бы особенно сказать, что
Некоторые проекты показали свою уникальность. Есть, оказывается, много стартапов, которые сделали очень крутые вещи, но неизвестны, да? Но он, в частности, делает интересную работу. Они превращают геологоразведку в онлайн-режиме в 3D-картинку, да, и сразу в анализатор, который позволяет компании горнорудной, которые проводят геологоразведку, сразу понять, что с месторождением, есть там жила, нету там жилы. Это позволяет сэкономить чудовищное количество денег, и горнорудные компании говорят, это тот продукт, который мы хотели, да, и поэтому это наш отечественный такой проект, да, прошу обратить внимание. И оказывается,